Ассаламу алейкум. Это новый подкаст учебного центра Солова. Называется он «Войти в IT». Мы проводим совместно с... Блин, зачем я это говорю? Давайте еще раз попробуем, только попроще, Что, окей? что тебе не нравится, Ислам? Мне не понравилось, как будто бы так слишком официально как-то, прям очень скучно мы начали. Надо, чтобы это было, ну, как будто мы просто как друзья собрались. Вот, вообще не надо про учебный центр. Просто новый подкаст. Тамерлан на это не подписывался. Так, сейчас. Просто Вот новый подкаст. минусы записи. Да. Ассаламу алейкум. Это новый подкаст про IT-сферу. Называется он «Войти в IT». Более оригинального мы не смогли ничего придумать, но зато у нас очень оригинальные гости. Сегодня мы поговорим с Тамерланом Азиевым. Это старший дизайнер в агентстве, международном агентстве Accenture. Занимается он UX, UI дизайном, разрабатывает интерфейсы. Сегодня он расскажет нам о своем пути, как он туда попал, как в Ингушетии новичкам, любителям, дизайнерам развиваться, расти, строить свою карьеру. Тамерлан, тебе слово, немного о себе, и мы потом продолжим уже с новыми вопросами. Ассаламу алейкум всем. Я скорее не буду слишком сильно фокусироваться на том, что как я сюда попал, или историю и так далее. Ну, очень вкратце скажу, что в 2016 году меня сюда пригласили. Студия называлась, международная студия была, называлась Tiger Spike. Пригласили, потому что я, наверное, ну, в первую очередь, по милости Аллаха, так, по причинам было то, что рассылал всякие резюме во все возможные студии. А, И, кстати говоря, я это рассказываю всем, потому что, мне кажется, в этом есть какая-то польза. За год до этого я рассылал вот везде, где только можно, и никто не отвечал. Ноль было откликов. И вместо того, чтобы думать о том, что как бы никто больше не ответит, или же, ну, это рынок такой, или нужно по связям, или еще что-то, я просто решил проанализировать, почему, и посмотрел со стороны рекрутера, то есть почему на меня не обращают внимания. И в первую очередь я понял, что мне нужно свое резюме, свой профайл, в портфолио в первую очередь, как бы перелопатить, так, чтобы оно выделялось среди остальных. И, соответственно, работал над этим год, все поменял, уровень повысился. И это, конечно, такой легкий трюк, но все равно я набрал много подписчиков в на своих этих ресурсах, типа Dribble, Behance. И когда человек видит большое количество подписчиков, он сразу же обращает на это внимание, то есть выделяется. И, наверное, это тоже как бы было одной из причин. И, соответственно, через год меня уже заметили, пригласили. И с тех пор я здесь. Ну, не в буквальном смысле, я дома бываю иногда, но так, да, в общем, я здесь, и поменял несколько студий. Сейчас все еще здесь, в Дубае, нахожусь. Как-то так, вкратце обо мне. Хорошо, ты подготовил презентацию еще, да? Давай посмотрим. Да, презентацию я подготовил. Окей. Она больше про дизайн, про процесс, то, как проходит UI-дизайн в нашей студии. Мгм. А, Но я думаю, ты забыл еще представить Адама, потому что сразу же меня спрашиваешь Адама все про знают. презентацию. Все знают Адама. Есть Ну, такой сериал. меня тоже все знают. Нет, тебя мало кто знает. Ты такой, ты не очень любишь подкасты. С Адамом уже сколько, 4 подкаста записали. Это Адам Ну, Костоев. я тоже, Да, я 3 где-то подкаста записал. Ты не да. знаю, ты где был? Это давно было. Ну, Уже все забыли ну да, тебя. Ну, Адам ну Костоев– хорошо, это ладно. арт-директор студии Тедзипан, тоже очень опытный дизайнер. Он с нами будет сегодня в качестве модератора. И тоже поговорим про дизайн с ним. Ассаламу алейкум.
Начнем. Да, перейдем к презентации. Хорошо, тогда не буду лить воду и сразу Мгм. же Давай, без воды, без покажу воды. экран. Да, в общем, видно, да, экран? Мгм. Дизайн интерфейса в международном агентстве. Почему вообще так называю? Потому что мне кажется, вот этот подход, он не только у нас там, в нашей компании, этот подход, он общий для всех, в основном, агентств зарубежных, международных. Мгм. Поэтому я думаю, вот этот процесс, он будет применим и полезен для всех сначала. В общем, для начала, я думаю, полезно будет все равно как бы обновить, что такое дизайн, или ну, для тех, кто не знает, или же для тех, кто хочет еще раз слышать что-то. Но это, кстати, немного другой у меня подход, чем обычно. То есть обычный подход к тому, что такое дизайн, определение, да. Мне нравится объяснять дизайн как пересечение двух направлений. Это форма и функция. По сути, форма — это то, что представляет что-то внешнее, что-то либо осязаемое, либо то, что ты видишь. И за форму раньше отвечали в основном художники или те, кто частично архитекторы, но архитекторы тоже, кстати говоря, за функцию как-то отвечали. Есть также и функция, то есть, допустим, те же художники, которые делают что-то просто для искусства или же для того, чтобы достичь какого-то Самовыразить. уровня, да, или выразиться и так далее. В дизайне же дело не в том, чтобы ты самовыразился как-то, в том, чтобы ты решил какую-то задачу, которая стоит перед тобой, используя и форму, и функцию. И функция в данном случае это может быть что угодно, это может быть бизнес, это может быть Социальные разработка проблемы какая-то, какие-то. Ага. может быть и социальные проблемы, может быть маркетинг, то Мгм. есть там много чего замешано. В общем, на пересечении вот этих двух штук появляется дизайн, который, по сути, это ну, как бы создание чего-то для решения какой-то проблемы, используя форму и функцию. Ам, Затем, что такое интерфейс? Почему интерфейс? Потому что я дизайнер интерфейса или UI-дизайнер, User Interface дизайнер. Интерфейс — это правила игры, это то, какие правила ты закладываешь во время взаимодействия с машиной, с компьютером и так далее. И то есть это машина, этот робот и так далее. Это может быть что угодно. Это может быть автомобиль, может быть телевизор, может быть приложение мобильное. И то, какие правила ты задаешь во время взаимодействия с этой штукой, это, по сути, и есть интерфейс. И получается, дизайн интерфейса — это когда ты задаешь эти правила, создаешь то, как это будет работать, то, как это будет выглядеть, взаимодействие и так далее, каким образом опыт взаимодействия будет происходить. И, в общем, по сути, вот что хотел рассказать. Основная тема — это как строится процесс дизайна. В начале, в самом начале идет исследование и анализ. И вот это то, что, мне кажется, особенно для начинающих, это такая тема, которая не совсем понятно, вот, как делать исследование, как делать анализ. Вот тебе сказали, сделай веб-сайт, не знаю, для Министерства образования, не знаю, или еще что-то. И тебе нужно сделать, тебе говорят, вот на этом этапе тебе нужно сделать анализ. Анализ чего? Там, вот просто мне же дали задание, мне сказали там нарисовать главную страницу, и вот этот момент, он
немного сложен для начинающих. Ам, по мере того, как начинаешь работать, появляется какой-то опыт, ты начинаешь осознавать, что это на самом деле важный пункт, потому что от этого зависит то, куда у тебя все дальше двинется. А, Здесь под анализом может подразумеваться, допустим, исследование конечного пользователя, исследование рынка, исследование того, допустим, если у тебя есть клиент, ты с ним делаешь какие-то воркшопы, обсуждаешь какие-то моменты, связанные с тем, допустим, какие у него цели, как у него строится бизнес. Могут быть данные статистические, то есть какие-то результаты опросов, результаты, не знаю, использования там их ресурса и так далее. А могут быть данные качественные, то есть это может быть, ты можешь пойти и взять интервью у нескольких людей, которые подходят под портрет пользователя. И то, что ты вытащишь у них, это, по сути, это и есть исследование. И затем ты уже анализируешь то, что ты набрал из всяких этих данных. И вот этот анализ тебе позволяет дальше двигаться в правильную сторону, потому что этих сторон миллион. То есть ты можешь что угодно сделать, и пока ты не поймешь, кто твой конечный пользователь, в чем задача этого проекта, как этот проект должен выиграть, какие преимущества и так далее, ты, по сути, не сможешь решить изначальную задачу дизайна, а это решение поставленной задачи или проблемы. И дальше, опять же, вот здесь, по сути, если мы говорим о дизайне интерфейса, я пропускаю момент, связанный с дизайном пользовательского опыта. Это user experience дизайн на английском, потому что, по сути, вот user experience дизайн, он приходит до user interface дизайна. Это фаза, которая, по сути, больше как раз-таки занята исследованием и анализом. И Ну, я не давай буду, подробно разберем немножко, я тебя прерву. То есть есть такое понятие UX, UI дизайн, правильно? да, Вот для тех, кто не понимает, может быть, даже те, кто думает, что понимает, давай немножко разберем эту вещь. UX хорошо. а, переводится с английского, то есть UX– это аббревиатура двух слов, User User Experience. experience, Это пользовательский опыт. То есть да. опыт пользователя, то есть куда он нажимал, что он делал, что он ожидает от приложения или сайта там, или еще чего-то. UI– Мгм. это User Interface. Да. Так? И что это значит? Как выглядит элемент для А, пользователя? Или что? User interface — это то, что как раз-таки я здесь показывал, это то, и то, как выглядит этот интерфейс, и то, как он работает. И вот в этом месте задействованы и UX, и UI, потому что UX, они задают, UX должны проделать сначала работу анализа, они должны выявить болевые точки пользователя, что они хотят и так далее, Мгм. и предложить какое-то решение. И вот это решение, которое предлагает UX, Нужно оно может визуализировать заключаться, уже в UI. да, оно может заключаться в каких-то набросках, каких-то, не знаю, там, словах даже. Мгм. Оно может заключаться в wireframe, так называемых, где уже Мгм. как бы низкой уровень детализации дизайна идет, где нет ни цветов, ни внешней оболочки, но есть функция, то, как все работает. То есть И составляется дальше, схема, техзадания и передается да, дизайнеру. да, и составляется также зачастую информационная архитектура продукта. Это может быть, ну, то есть если это сайт, то карта сайта, например. А, И дальше уже, то есть ам, это может передаваться UI-дизайнеру, но UI-дизайнер, он зачастую задействован и в процессе UX-дизайна. Там происходит
желательно, чтобы не было такого эффекта изолирования. То есть сначала UX-еры там все проделали, там свою работу, и все передают UI-дизайнеру, чтобы он просто порисовал, там цвета накинул сверху и так далее. Потому что вот эти две штуки, они, по сути, очень сильно заходят друг в друга. И коллаборация, взаимодействие, вот это очень важно. Ой, И Адам, дадим тоже пару получается, слов. Можно я Ага. попробую еще Я просто объяснить видел, что у вкратце? тебя назрели мысли. Да-да, давайте теперь я попытаюсь объяснить простому человеку, что такое UX и что такое UI на буквально пальцах. Мгм. Представьте, у вас дома выключатель от света находится в холодильнике. Вот вы пришли домой, спотыкаетесь об обувь, еле добираетесь с синяками до холодильника, открываете его и включаете свет, теперь все видно, все нормально. UX-дизайнер предложит вам перенести этот включатель-выключатель Мгм. поближе к двери, желательно под правую руку, потому что правшей больше, вот вам и исследование. И еще он посмотрит, насколько высоко, как чаще, куда чаще человек попадает рукой. Все, вы заходите в дом, в темный, нащупываете сразу правой рукой включатель света и включаете. Это делает UX-дизайнер. UI-дизайнер постарается сделать эту кнопку красивой, чтобы она не выглядела уродливой, чтобы она ощущалась на ощупь очень приятно, и действительно, чтобы вы в темноте не ошиблись, постарались ее зацепить сразу, а не елозить по стене в поисках этой кнопки. Как-то так. Я не знаю, хорошо я объясняю или нет, но мне бы так было намного проще, понятнее, быстрее. Не, все понятно, все понятно. да, я Ага. думаю, это упрощает понимание. Единственное, вот, что я пытался указать, чтобы неправильного не было понимания, то что UI-дизайн — это не просто про красоту, то, как, там, не знаю, эстетично это выглядит. Также, то есть UI-дизайнер, он должен также работать над тем, чтобы советовать или же, там, не знаю, предлагать решение о том, куда поставить эту лампу. Суть Про в том, что комфорт, вот да, можно сказать, про удобство, комфорт и красоту уже. ну да, то есть вот это решение поставить лампу там, не знаю, в центре комнаты наверху, оно должно и UX, и UI дизайнером совместно приниматься. UX, он предлагает, допустим, там это сделать, UI говорит, нет, я все-таки думаю, что, учитывая материал, учитывая то, что там свет, не знаю, там быстрее, не знаю, или не быстрее, не знаю, какие-то там технические моменты, то его лучше там в углу поставить или еще что-то. А В возможно, общем, будет с этой точки намного удачнее и обширнее освещать все, да, и да, да, поэтому именно в да, этом месте будет его целесообразнее разместить. Вот как-то так, да. в общем. Иногда на интерфейсе надо бывает разместить кнопки всех необходимых функций, и как их расфасовать так, чтобы они не загораживали ничего, тоже опять начинает постепенно упираться в UI-дизайнера. Ну, это то, что знаю я. Да. В общем, UX – это про исследование, анализ проблем и нужд. UI – это про комфорт, красоту и удобство, если так суммировать. Ну, как-то так. Единственное, UX не ограничивается на анализе. UX — это решение, то есть предложение какого-то решения. И просто суть в чем? Вот есть UX, есть UI, и они начинают, то есть у них края разные, да, но посередине они начинают перемешиваться. Мгм. И бывает так, что в зависимости от того, как процессы в компании сложены, там Мгм. вот эта штука, она может смещаться направо, налево. Там, допустим, бывает так, что UX-дизайнер, он полностью все продумывает в плане того, где кнопки находятся, где все детали, а UI, он просто там шрифты, цвета и так далее. А бывает так, что наоборот, UI-дизайнер, он больше идет в сторону UX и предлагает какие-то вещи. Бывает так, что он даже wireframe какие-то там предлагает. То есть вот этот момент нужно понять, что он такой открытый, но вот края у них разные. Часто Как-то бывает, так. что и тот, и другой – это один человек с небольшим И, раздвоением да, личности, да, да, да. Который сам с собой спорит который сам с постоянно. собой спорит, да, сам себе делегирует.
И увольняет сам себя потом. Я останусь один. Хорошо. Продолжим мы твою презентацию чуть прервали, но мы будем это делать изредка, так что не обижайся, если что. Иногда нам пишут комментаторы, вот когда мы в интернете проводили подкаст, часто говорили, не прерывайте спикера, постоянно ему там задаете вопросы никогда. Так работает интервью, мне кажется, нет? Тем более у нас не интервью, просто Я беседуем. думаю, да, нормально. Если даже обижусь, я ничего не скажу. Смотри, об этих А, вопросах можно, в принципе, долго говорить. Мы постараемся кратко по каждому пункту пройти, окей? Вот сейчас у нас были Окей, анализ, это мудборды. Что намек такое понял. мудборды? Что за слово? Что за мудборд? Мудборды — это Мгм. тяжело перевести в одном, как бы в одном русском слове, поэтому оставил это как есть. Мудборды — известное слово в дизайне. Суть мудборда в том, чтобы собрать какую-то кучу вещей, которые тебя вдохновляют, которые тебе дают какие-то идеи того, как строить уже интерфейс. Ам, Опять же, вот это уже чисто касательно UI. То есть это мудборд, который касается UI. Бывают мудборды, которые касаются UX тоже, но это уже, то есть будет больше в плане там того, какие идеи могут помочь там решить какую-то И проблему. решение. Да? Здесь Ага. больше с визуальной стороны. Мгм. И эти мудборды могут быть, то есть справа сверху, вот здесь есть такая штука, как типа настройка персональности вот этого мудборда, и ты Мгм. можешь подправить прям до деталей, как вот этот твой бренд, каким образом он себя представляет, позиционирует, и затем ты можешь их какие-то брендовые значения или же какие-то вещи, которые у них прописаны в бренде, ты можешь посмотреть, насколько они подходят под тот или иной вот этот стиль. Вот в Мгм. данном случае я поставил там editorial, но это типа такой стиль, где больше типографики, больше там Мгм. какой-то упора на там, не знаю, экспрессивную типографику, да, и слева внизу там расписаны вещи, которые взяты прямо с бренда клиента, то есть какие вещи у них являются основой бренда, да, и Мгм. дальше мы уже даем как бы счет вот этому стилю, сколько из этих вещей подходят под вот эту персональность. В данном случае 3 штуки подошло. Это значит, что вот этот стиль, он как бы подходит, но не совсем. Типа, и мы ищем дальше. То есть это один из примеров. И справа снизу это уже конкретные примеры, да, там из веб-дизайна. В данном случае это был веб-сайт. А вот слева примеры идут с архитектуры, потому что не всегда нужно смотреть на именно вот соседние вещи, как веб-сайты, приложения, очень часто помогает брать вдохновление с каллиграфии, с книг, с архитектуры, не знаю, с одежды, еще чего-то, еще что-то. В данном случае это Саудовская Аравия. Это проект был связан с компанией, которая как-то занимается культурой в Саудовской Аравии. И вот эти вещи с архитектурой, они очень сильно помогли дальше определиться со стилем. Это касательно мудборда. То есть Я думаю, мудборды — это, так скажем, такая доска, на которой ты накидываешь э, примеры других работ, которые тебя вдохновят, помогут решить проблемы, покажут какую-то функциональность, которую ты можешь перенять, даст тебе понимание свойств, эмоций, которые нужно передать в работе, и продвинуться да, уже к следующему этапу. Отлично, отлично. потому что креативность — это, по сути, умение связывать вещи. Ты не создаешь все с нуля, ты должен просто найти эти вещи, и как раз-таки мудборды позволяют тебе эти вещи найти, чтобы их потом связать. Мне кажется, у нас очень такой продуктивный подкаст получится, потому что
Начинающим дизайнерам и тем, кто давно занимается дизайном, но еще не решился, так скажем, пойти в более крупное агентство там, или выйти на международный уровень, им очень важно иметь вот такую дорожную карту Да, во да, всех да. своих начинаниях и в своем развитии. Поэтому И вот обязательно. эти вещи, они очень, очень сильно, то есть они не хватает информации об этих вещах, очень сильно не хватает, особенно среди русскоязычных, особенно среди нас дома, да, Мгм. вообще не сильно не хватает. То есть люди думают, что ты сразу же начинаешь, открываешь фигму, И смотришь сразу, да. примеры в дрибле, там срисовываешь какие-то понравившиеся варианты и Мгм. все, типа. А вот эти вещи, они помогут, иншаллах, особенно в крупных студиях, если у человека есть подход такой, и они видят, что у него есть такой подход, они сразу же уже по-другому будут относиться. Не как человек, который там пиксели рисует по заданию, по указке там, и так далее, а как человек, который сам самостоятельно может прийти к какому-то решению и помочь бизнесу. А дальше у нас после мудбордов идет создание концепта, то есть мы уже определились со стилем, мы поняли, что нам нужно, и теперь уже время открывать ту самую фигму или же Sketch или Adobe XD или же Photoshop, если кто-то все еще там сидит. А, и, То есть здесь уже на этом этапе, что важно, это создать такой самый простой флоу, так называемый, то есть от точки А до точки там, Б, как проходит сценарий использования пользователем этого продукта, ты такой самый основной вот этот флоу берешь и его рисуешь. Или же, допустим, пару флоу. Берешь пару сценариев, которые проходят у пользователя. Самые основные, да, опять же, но не фокусируясь на деталях. Это тебе позволяет, во-первых, если это работа на клиента, тебе позволяет презентовать эту работу для клиента и понять, насколько это, то есть в точку или не в точку, какие есть комментарии, чтобы Мгм. потом не переделывать все. И во-вторых, если же ты работаешь сам над своим продуктом, ты можешь уже протестировать это. То есть ты сделал этот концепт, и там запускаешь там этот концепт на тестирование на реальных людях. Ты сделал прототип, у тебя кликабельный прототип, ты можешь там кликать на эти штуки и понять, как люди реагируют, как они проходят через этот путь. Вот на этом этапе опционально желательно сделать также анимацию, потому что особенно если ты это делаешь для клиента, анимация очень сильно упрощает работу презентации, потому что, во-первых, это создает вау-эффект у клиента, и это действительно вот на опыте в 99% это сильно помогает, вот анимация, то, как все работает. Во-вторых, это помогает ему понять, как взаимодействует. То есть, что будет, если кликнуть, что будет, если там, не знаю, проскроллить, если открыть что-то. То есть ты можешь все показать вместо того, чтобы объяснять словами. А, вот, а, вот это вот этот шаг, он, опять же, он может быть применим как к презентации, к основному концепту, да, так и к конечному продукту. Но когда ты делаешь уже конечный продукт, ты должен больше фокусироваться над тем, как технические программисты это могут внедрить. А вначале ты больше фокусируешься над тем, как то есть донести вот этот концепт до клиента. Опять же, это когда ты работаешь в агентстве. Затем идет уже сама презентация, и во время презентации у тебя есть разные способы презентовать. Ты можешь сделать видеоролик, как в этом примере, где ты как бы и рассказываешь сам, так и детально описываешь то, как все взаимодействует.
и при этом у тебя там какой-то, опять же, впечатляющий какой-то ролик, который там добавляет какого-то вау-эффекта для клиента. Это помогает в определенных случаях. То есть это еще зависит от типа клиента. Нужно понимать, кому что подойдет. Иногда лучше подходит так называемый storytelling через презентации. То есть storytelling — это, вот, если перевести буквально, рассказ истории. Storytelling — это вещь, которую, наверное, это вещь, которой больше всего не хватает у дизайнеров. И вещь, которая, наверное, если бы дизайнеры улучшили свои навыки в этом, это помогло бы им стать там в 2 раза лучше как дизайнеры. А, То, как ты умеешь рассказывать истории, помогает тебе сделать, повлиять на и клиента, и на свою команду, и на конечного пользователя, который будет использовать этот продукт. И вот это то, что я за собой тоже заметил, что у меня вот хромает эта сторона больше. Последние 3-4 года я больше над этим как раз-таки работаю, пытаюсь улучшить свои навыки в рассказе истории. И иногда это бывает, допустим, на примерах каких-то, ты строишь какие-то презентации, и ты объясняешь на примерах аналогии с чем-то, какие-то идиомы. Например, в данном случае рассказываешь про книгу, про аналогию книги и говоришь, что обложка книги, она предназначена для того, чтобы вдохновить, для того, чтобы привлечь, для того, чтобы рассказать о бренде, показать какую-то, то есть ощущение того, что будет внутри. А затем уже, когда открываешь книгу, тебе важно сфокусироваться, тебе нужно просто читать, тебе не нужны какие-то отвлекающие цвета или еще что-то. И на основе этого ты можешь поставить, там, не знаю, какой-то майндсет, какое-то понимание для клиента, то, что то, что слева, это нам не нужно, а то, что справа, это может подойти. Почему? Потому что слева у нас на каждом экране максимально используется бренд, все цвета, что можно использовать, там, градиенты или еще что-то, то есть туда запичкано все, да, на каждый экран. Справа у нас уже идет концепт, который по аналогии с книгой идет. То есть у нас есть обложки, есть какие-то места, где ты можешь взять какой-нибудь, не знаю, взять паузу и там показать бренд, показать какие-то цвета и так далее. Но в основном ты фокусируешься на функциональности. Если особенно это приложение или сайт, тебе нужно вот определить эти точки, где у тебя есть обложка, так называемая, аналогия, да, и есть моменты, где ты никак не можешь отвлекать пользователя от того, чтобы выполнить свою задачу. И вот эта аналогия ты сразу же ставишь на место понимания клиента, и дальше уже, когда ты делаешь концепт, тебе не нужно париться о том, чтобы доказать ему, почему его отзыв о твоем дизайне, чтобы он везде поставил какие-то аляпистые цвета, что почему этот отзыв неверный. А на самом деле это проблема в первую очередь в дизайнере, который не рассказал вот эту историю, не поставил правильное понимание. Поэтому это, мне кажется, очень важно для каждого дизайнера, и пускай начинающие и даже те, которые прошли долгий путь, задумаются об этом. Мне кажется, по крайней мере, для меня это вот самая первая штука, над которой я сейчас работаю. Самое главное, что нужно исправить. И, то есть, иногда вот ты можешь рассказать какие-то аналогии или же какие-то законы в UX, да, через аналогии с пультом, там, или еще с чем-то. То есть вот такие визуальные примеры, они помогают тебе очень легко, доступно сделать так, чтобы вы с клиентом были на одной странице, у вас вообще не было никаких разногласий. Дальше вы будете
Если вы согласились на каких-то принципах, которые вы установили во время презентации, дальше уже вы сможете оперировать этим. Вы можете сказать, нет, я не могу вот так сделать, потому что мы же с тобой согласились, что вот этот принцип мы устанавливаем. Поэтому вот эта штука, она важна в начале работы с клиентом. Затем уже идет создание, то есть после того, как концепт приняли, дальше уже идет создание так называемого Pixel Perfect макета. То есть здесь уже ты начинаешь работать над созданием дизайна, который будет работать, который разработчики примут и смогут с ним тоже работать легко. Дизайн, который, по сути, вот в конечном виде, как он должен выглядеть в App Store или же там сайт, который в конечном итоге должен быть. Вот здесь ты уже фокусируешься над этим. И здесь уже тебе важно, чтобы каждый пиксель имел свое значение, какие-то имел правила, какие-то законы и так далее. Здесь уже не подойдет визуально, чтобы все красиво было. Здесь должно все работать для всех, чтобы в команде, а, если у вас несколько дизайнеров, чтобы кто-то из дизайнеров не напортачил там, он должен знать, какие у нас есть правила по отступам, какие у нас есть правила по, не знаю, по шрифтам, какие размеры у нас есть, где... То есть эти правила нужно задавать. Тамерлан, если можно, я тебя прерву. Да. Просто хотел перед тем, как мы перейдем к следующей теме, вернуться немножко назад, на 5-й слайд. Можно? На 4-й еще Да, даже, на 4-й слайд. Вот мы говорили о сторителлинге, да, и о том, как мы представляем свое видение дизайна тем, кто заинтересован в этом продукте, правильно? То есть даже будучи да, фрилансером, ты можешь нарисовать что-то, какое-то приложение с хорошим функционалом, либо перерисовать чужое приложение с функционалом, который, на твой взгляд, должен был там располагаться в том или ином виде, и также его представить. Правильно? То есть, да, по сути, ты можешь даже таким образом находить работу. Просто я слышал да, о таких да. случаях, что даже, допустим, по-моему, это был Сбербанк, приложение Сбербанка еще в 2013, что ли, 2014 году парень перерисовал и выложил на Behance, и таким образом получил работу. Я не помню, это был Сбербанк или какой-то другой банк. Таких случаев Да, немало, кстати. да. То есть ты предлагаешь хороший функционал, комфортный дизайн, и тем самым ты можешь, на тебя могут наткнуться рекрутеры и пригласить. Да, Верно? совершенно верно. В Да, общем, сторителлинг – это очень важная такая вещь для начинающих, не только для начинающих, но и для тех, кто ищет работу, фрилансеры, даже если у них есть опыт. Не нужно бояться, не нужно там думать, что у вас не получится. Выкладывайте свои работы, да. продвигайте их. Есть много площадок для этого. Адам, мне кажется, ты тоже хотел что-то про эту часть разговора сказать. Мы просто с Адамом Да, давно знакомы, я по лицу могу понять, когда у тебя есть мысли. да не, Тамерлан очень хорошо все рассказал. Я даже для себя много чего нового почему. Так что Хорошо. сторителлинг это да, это вещь очень крутая. Истории надо уметь рассказывать и в дизайне в том числе пояснять. И вот эта последовательность и усваиваемость это тоже на самом деле целое искусство. Так что дизайнеров хороших много, но тех, кто умеет рассказывать через дизайн, их все-таки пока не так много, я считаю. Да. И если ты не можешь рассказать, то этого дизайна практически и нет, потому что он не влияет на людей, каким образом ты намеревался сделать изначально. И вот есть Ну, практика такая обычно, когда презентация бывает перед мгм. клиентами. Начинают, вот у нас здесь сверху шапка. Эта шапка состоит из логотипа, ссылок и меню. Вы можете нажать на меню, и там появится вот это, там, не знаю, выпадающий список. Дальше у нас идет картинка. И вот так проходит вся презентация. А, почему у тебя там шапка? Почему ты решил
поставить, не знаю, почему ты решил вообще сделать этот дизайн, почему ты подошел к этому так, почему у тебя такой визуальный язык, или же там такой функционал, на какие принципы ты опирался, как ты начал, как ты к чему-то пришел и так далее. То есть все эти вещи а, люди, вот мы сейчас друг с другом разговариваем, мы разговариваем так, чтобы нам было интересно, понятно и так далее. И вот такой же метод живого общения попытаться применить в презентациях нужно. Не нужно быть роботом техническим, какие-то детали рассказывать, слишком сильно акцентировать внимание на вот этих вещах. Но ты можешь рассказывать о технических вещах артистично, и тогда это уже получится презентация в стиле Apple. То есть Apple, они рассказывают то, как они свои чипсеты делают, триллионы транзисторов и так далее. И ты думаешь, ничего себе, там триллионы? Неужто триллионы? Может, миллиарды всего лишь? И вот такие Мне вещи. понравилось, как ты с книжкой провел аналогию. Действительно, вот дизайнер, который создает обложку. Обратите внимание, вот вы, я не знаю, любите читать книжку или нет, э, обложка дает тебе уже настрой и атмосферу на всю оставшуюся книгу. То есть вся эта Да. книга у тебя уже в голове будет именно так, как захотел дизайнер этой обложки. И если дизайнер плохо постарался, то и книжку даже хорошую он может тебе подпортить. Иной раз ты видишь какую-нибудь экранизацию какой-нибудь книги, которую ты когда-то прочитал с конкретной обложкой, и в этом фильме вообще небо и земля. То, что ты себе представлял, да, погоду, атмосферу, настроение людей, то, во что они одеты, цветовую гамму, в конце концов. И то, что в каком-нибудь фильме, там, на Netflix, условно говоря, захватаешься за голову, думаешь, господи, что вы сделали с моей любимой книжкой, с моим любимым фильмом там. Вот. Тамерлан, И рассказать на ага. одной обложке всю книгу практически, это действительно большое искусство, я считаю. Хорошо, у Да. меня такой вопрос к Тамерлану. Ты говорил о том, что последние 3-4 года занимаешься именно развитием этого навыка. Ты мог бы дать советы тем, кто только изучает дизайн, и чтобы он тоже не забывал про этот навык? Что ты делаешь для того, чтобы этот навык развивать? То есть какие-то есть у тебя специальные техники, может быть, не знаю, может ты на какие-то совещания ходишь, где там ребята друг другу просто там, ну, я, допустим, знаю, что есть там всякие клубы ораторов, да, в каких-то компаниях, где ты можешь прийти, выступить, там, прокачать свой навык выступлений. И это тоже тебе помогает много раскрепоститься. Многих там, для многих проводят всякие тренинги, да, по выступлениям, по раскрыванию там своих талантов, по умению жестикулировать, там очень много разных вещей прикольных проводят. Что? Адам, чего ты смеешься? Я просто вспомнил, у меня из жизни есть пример. Я вот с детьми, когда дети подбегают, там начинают что-то пытаться мне объяснить, рассказать, их трое, и пока каждого выслушаешь, они очень долго будут рассказывать. Я говорю, так, у вас 10 слов, и делаю так, 10 пальцев, говорю, все, 10 слов даю вам, чтобы высказаться каждому по 10 слов. Жестко. И они начинают вот эту креативность мышления проявлять. И каждое слово они так выверяют и выбирают, чтобы все объяснить тебе в рамках этих. То есть каждое слово теперь уже там очень ценное становится. В принципе, мне показалось, что такое правило, такая тренировка была бы хорошая, если бы ты там в рамках одного экрана попытался бы, не знаю, там настроить человека на работу с твоим продуктом, да, сразу, и использовать как можно меньше элементов. И в таком случае, мне кажется, была бы хорошая тренировка вот этого Я тоже. согласен, но это если тебе нужно краткосрочно что-то рассказать. Но если ты... Бывает так, что ты можешь очень долго слушать человека, и в принципе тебе Нет, нормально. дальше и больше ты всегда можешь. Ну да, там Тебе разные главное, типа тебе главное, направлений. да, научиться это делать вкратце, а потом ты можешь, конечно, и интересно и долго рассказывать без проблем, я думаю. Все, давайте Да. перейдем к самой Вот этот метод презентации. хороший. Да. А, Расскажи про Ты свой задал метод. мне Точно, вопросы, да, да. зачем Я уже переходить? забыл. Это меня Адам перебил. Расскажи про Вот как свои какие-то раз-таки вот эта лайфхаки. техника, которую Адам сказал, она одна из таких очень известных, полезных, то, что ты ограничиваешь себя по времени. Например, у тебя есть задача рассказать о том, что ты сделал там, не знаю, за неделю. У нас, кстати, в компании была такая практика, когда каждый там раз в неделю мы собирались
и рассказывали какую-то историю каждую неделю, и у тебе дается 2 минуты, 3 минуты, там, не знаю, и ты должен ответить на 3 вопроса, что, для чего и как. Что ты сделал, зачем, для чего ты это сделал и как ты это сделал. И учитывая вот эти 3 вопроса в голове, ты должен быстро суметь составить вот всю эту историю. И вот это тоже помогает. И затем, как Адам говорит, ты можешь уже увеличивать дальше, добавлять туда вещи сверху. В моем случае, вот последние эти несколько лет, это, наверное, больше все-таки практика, потому что так как ты работаешь в агентстве, где ты сталкиваешься с этим каждый день, там ты должен разговаривать с клиентами или с другими дизайнерами, эта практика тоже очень сильно помогает. Но бывают иногда курсы там прям по сторителлингу, которые я так и не добрался, до которых, но хочу, то есть пройти курсы, бывают такие, ну, на английском, по крайней мере, бывают. Бывает полезно анализировать презентации. Те же презентации Apple очень полезно для себя именно смотреть их, выписывать для себя какие-то основные моменты, какие приемы они используют, как они управляют вниманием, как они тебя заставляют не заскучать и внушают тебе, то есть ту информацию, которую они хотят внушить. Ну, как бы практика. И можно попробовать также погуглить какие-то материалы, если это на русском, о том, как сторителлинг там выстраивать. Хорошо, А, хорошо. да. Давайте перейдем. Да. Дальше у нас создание библиотеки, то есть после того, как, ну, не после того, это связано с этим, это одновременно идет во время создания макетов, идет также создание библиотеки компонентов, может быть и дизайн системы. В чем это заключается? Библиотека компонентов — это вот все, что ты будешь использовать в своих скринах, в дизайне, ты пытаешься закинуть в однотипные компоненты, которые ты можешь использовать много раз, чтобы у тебя была последовательность дизайна, чтобы ничего там не прыгало, чтобы одна кнопка по-разному не выглядела в разных местах. И на примере этой кнопки это распространяется на все, что угодно. То есть ты начинаешь с мелких вещей, текст, там какие-то кнопки, затем формы, затем расширяешь более, есть даже такой подход атомарный называется, типа начинаешь с атома, затем на молекулу, типа чуть больше, затем на организм, там, и так далее, и так далее. То есть суть в том, чтобы ты зафиксировал все эти вещи, которые ты будешь использовать, и зафиксировал все состояния. То, как они выглядят при нажатии, при наведении, когда там ошибка, когда там что-то произошло, типа success, как это типа правильно все произошло, или же там нельзя нажать на кнопку, ты ее типа сделать так, чтобы она типа ее видно, но на нее нельзя нажать. Такие вещи ты прописываешь в библиотеке. Библиотека компонентов — это то, что лежит в фигме, или же там любой дизайн, там, как это называется, приложение, да? А то, что дизайн-система, это уже связано с кодом, то есть не просто уже что-то там в дизайне у тебя лежит, а это уже коллаборация с разработчиками, которые каждый вот этот элемент, который у тебя есть, они переводят в состояние кода, так называемые токены есть. И это уже лежит где-то там, не знаю, там может быть сайт, типа репозиторий. И там, если у тебя идет синхронизация всех дизайн-компонентов с кодом, то дальше создание чего-то нового, новой страницы, нового, там, не знаю, макета, это будет в разы быстрее, легче, дешевле, эффективнее, качественнее. Поэтому
Не всегда получается сделать дизайн-систему, потому что зачастую, если ты работаешь в агентстве, ты сдаешь этот дизайн клиенту, и ты переходишь на новый проект. Иногда у тебя получается возможность, если у тебя проект долгий, контракт долгий, получается уже внедрить дизайн-систему. Сейчас как раз-таки у меня такой проект, когда я работаю над как бы долгим контрактом, и есть возможность начать это делать. Это компания авиалиний, и надеюсь, там этот типа влияние, которое можно будет сделать посредством слияния кода и дизайна, оно будет достаточно сильным сначала. Вот. Ты что-то хотел сказать, Ислам? Да, Тамерлан, мне было интересно, вот ты говорил о дизайн-системе. Я знаю, что в Figma ты можешь там забить вкладки комьюнити, да, и найти те дизайн-системы, которые общеприняты, так скажем, да, там, материал дизайн и так далее. Я так понимаю, в больших компаниях все склонны к тому, чтобы делать свою дизайн-систему. То есть ты не можешь как бы использовать уже готовые, правильно? Да, в основном, если компания большая, то, допустим, ограничиться на материал дизайн системе, это будет не совсем подходящим для их бренда. Они захотят, по крайней мере, ее модифицировать и назвать ее там своей системой и запустить ее так. Но она может основываться на Ну материал да, дизайн. понятно. А вот если говорить о библиотеке компонентов, вернемся к этому моменту, то есть ты здесь готовишь все так бы, как бы элементы того приложения или сайта, который ты бы собираешься делать. То есть ты изначально делаешь библиотеку компонентов, потом уже используя ее, ты создаешь приложение, правильно? Или же ты сначала раскидываешь? Скорее, я бы сказал, сначала ты делаешь концепт, Мгм. концепт, ты тогда во время концепта ты вообще не думаешь о библиотеке. Ну, можешь сделать, если хочешь, для удобства, но так ты не думаешь об этом. Мгм. Затем уже, когда ты установил стиль, ты протестировал каждую вот эту штуку, как она работает в странице, Вот. потому что ты не можешь отдельно все Мгм. дизайнить, кнопки сделать и потом уже накинуть Сидеть их на раскидывать. странице. Не работает, да. А вы Поэтому нужно общаетесь, думать общим и сейчас. да, вы общаетесь с программистами, так, ну, вы постоянно в Да, контакте и с да, программистами, да, и с теми, с аналитиками, с да. UX-дизайнерами. Вы говорите, смотрите, вот такая кнопка, типа, или они вам говорят, там, нужна вот такая кнопка, и потом уже происходит сам Да, дизайн. то есть постоянное вот это общение, оно очень важно. В большой компании, наверное, оно самое важное, А как быть одна из самых начинающему важных. дизайнеру, который вот только научился, там, ну, понял основу композиции, там, типографики, попрактиковался на плакатах, на обычных сайтах, там, покопировал чужие там, работы для того, чтобы набить руку, насмотренность. Как быть ему, вот если он, например, хочет сделать приложение, да? То есть новое с нуля, допустим, пускай оно будет аналогом других приложений, там, допустим, как WhatsApp или Да. Instagram, или Сбербанк или еще что-то. Ну, хочет попробовать себя в роли именно дизайнера приложений, допустим, мобильных. Как ему быть? Да. Пускай, во-первых, делать сам концепт, то есть не пугается библиотеки, если у него не получается и так далее. Начинает в первую очередь с концепта, потому что это в итоге то, что ну, видят в основном люди. Но пускай также изучает компоненты в фигме, и если он научится их правильно использовать и покажет это в своем дизайне, то есть он покажет будущему работодателю, что вот я создал вот эту библиотеку, это большой жирный плюс будет. Окей. У нас еще есть слайд? Да, у нас остается 6 минут, поэтому я быстро, очень быстро пройду. А, Дальше есть гайдлайны и передача разработчикам. Вот гайдлайны — это что-то связанное с библиотекой, но чуть-чуть по-другому. Гайдлайны — это уже ты объясняешь в контексте страницы или же компонента, какие правила там задаются, как ее нужно использовать и так далее. Допустим, вот здесь справа я показываю, как создать вот эту карту нужно, карточку нужно,
объясняю программистам, каким образом создать эту маску, там, каким образом там, отсчитывать от этого рваного края, допустим, потому что им может быть тяжело его создать. И когда ты уже объясняешь, как это все работает, уже им легче, лишнего вопроса не бывает. Это может быть, допустим, описание того, сколько максимальное количество знаков в компоненте, чтобы ты передал эти гайдлайны команде контента, которые уже создают текст. И они знают, что здесь максимум 70, допустим, знаков можно использовать. Это может быть там задание правил того, как это работает в планшете, в телефоне, на десктопе, как при наведении там взаимодействие происходит. Либо, как вот здесь справа, описание анимации. То есть ты можешь показать, сколько длится эта анимация, какую кривую использовать, и создать сам прототип, который при нажатии там, в фигме это типа play, ты можешь взаимодействовать с прототипом, посмотреть, как эта анимация работает. И вот такие вот вещи. Много чего там описываешь, ну, вот пару примеров, да. И дальше уже в конце это коллаборация с фронт-энд разработчиками во время разработки, то есть ты обязательно наткнешься на то, что твой дизайн не соответствует с кодом, и если ты, то есть, долгосрочно там работаешь, у тебя также задача в том, чтобы ты проверял качество. На примере вот здесь ты поверх кода можешь скриншота накинуть свой дизайн и показать, какая там разница в отступах там, или еще в чем-то, написать комментарии и указать, насколько важный этот комментарий. Это может быть критичный комментарий, это может быть там, не критичный, чтобы они сделали какой-то приоритет. И после этого уже ты можешь опять вернуться на начало, если это поддержание проекта надолго. То есть если ты в компании долгое время находишься или на проекте, да, ты можешь опять, то есть у тебя новый цикл начинается, новые какие-то скрины, и вот это круговое движение происходит. И вот последнее, что я хотел сказать, какие навыки нужны для работы. Есть так называемые hard skills, то есть то, что связано с техническими а, способностями, да. Есть soft skills, то, что связано больше с как раз-таки вот storytelling, коммуникацией и так далее. Из hard skills определенно это основы, да, типографика, композиция, цвет. Также нужно знать UI-паттерны, так называемые, то есть ты должен понимать, как действует дроп-даун, выпадающий список, или же как действует кнопка, как она должна... Ну, то есть ты должен разобраться в этих вещах, ты должен разбираться в библиотеке, то, что я показывал. Насчет софт-скиллов, то есть коммуникация, презентация, это важно. Туда же входит storytelling. Инициативность тоже очень важна в таких больших компаниях. Ты должен сам проявлять, тебя не должны там все говорить на блюдечке, подавать. Затем уверенность тоже важна, то есть насколько ты уверенно рассказываешь. Иногда бывает так, что либо твой босс, либо клиент, единственное, что он от тебя ждет, это того, чтобы ты показал уверенность в этом решении. Если ты показываешь, что я точно знаю, что это сработает, они тебе доверяют дальше. Потому что изначально они тебя наняли, потому что они тебе доверяют, и дальше от тебя требуется просто уверенность. И также уметь давать критику и принимать критику. Очень важно тоже в больших командах. На этом все. Что дальше? Как раз-таки то, что я уже говорил, что это может новый проект быть уже, то есть ты сходишь с этого проекта, либо ты начинаешь заново. Один штурвал и все. У меня такой вопрос, Тамерлан. Смотри, есть такая внегласная, но очень древняя война между дизайнерами и программистами. Между дизайнерами-перфекционистами и ленивыми программистами. Тебе, например, очень важно, чтобы этот пиксель был элемент был на пиксель выше, а для программиста это значит написать одну строчку кода.
И он, раз ты этого не заметишь, он постарается это как бы перешагнуть. Ты это, скорее всего, заметишь, но позже. И не всегда хватает терпения объяснить ему, как это важно. Он думает, ну кнопка работает, работает. Явно не ломает ничего, не ломает. Зачем тебе этот пиксель сдался? Но вот как вы там справляетесь вот с этой войной? Мне легче бывает иногда самому Flutter там выучить хотя бы, чтобы я просто живую оболочку уже с кодом создал, а они бы потом ее уже там на бэкэнде допилили бы. Эта проблема, она очень актуальная во все времена, во всех компаниях. В нашей особенно тоже актуальная. У нас такая практика есть. Мы задаем спринты для каждого направления. Есть разработчики, есть дизайнеры. И есть отдельный как бы спринт для разработчиков. Это так называемый QA, Quality Assurance, тестирование. И оно проходит также сквозь стадию дизайнеров. То есть тот шаг, где я показывал оценку качества кода, мы этот документ предоставляем в официальном виде. И плюс этого подхода в том, что я, как дизайнер, я не обязан доказывать ничего, что вот это нужно внедрить и так далее, потому что у них, у разработчиков это уже автоматически стоит как задача, которую, если они не выполняют, значит, они свою работу не выполнили. Единственное, бывают моменты, когда разработчик говорит, вот этот дизайн внедрить либо невозможно, либо на это потребуется дополнительный месяц работы, например. В этом случае делается коллективное решение о том, насколько это важно внедрить эту дизайн-функцию. Если затрата там месячная не стоит того, чтобы внедрять вот этот дизайн со стороны бизнеса, то вот этот дизайн, он упускается, упрощается для того, чтобы разработчик смог его внедрить. Но также есть разница в типах компаний. Иногда бывают компании, которые ориентированы на то, чтобы создать что-то сумасшедшее просто. У них есть в ДНК у них вложено то, что вот они делают прям самые сложные, сумасшедшие вещи, которые только можешь представить. Мы призваны для того, чтобы там прорвать какие-то ограничения разработки, и мы готовы там все новое делать. И такие компании, они зачастую бывают а, их редко бывает, можно найти, но такой подход можно найти. Если у тебя, допустим, если ты не можешь смириться с тем, что твой дизайн, иногда он не проходит через оценку бизнеса, да, насколько это эффективно, насколько это применимо. Если тебя это не устраивает, ты можешь перейти в ту компанию, где вот как раз-таки подход больше такой безбашенный, да. Но есть также такие компании, и очень редко это бывает, где все-таки вот весь этот баланс настолько хорошо отточен, что разработчики могут сделать то, что будет очень сильно, то есть отличаться от остальных решений на очень высоком уровне. При этом это бывает так, что бизнесом тоже как это объяснимо или же принято, да? Например, Apple. Apple, приведу пример того динамического острова, который они недавно внедрили. Вот этот остров, по сути, можно спорить над тем, насколько он эффективный, насколько он хороший и так далее. Кому-то он нравится, кому-то он не нравится. Но очень интересный момент я заметил во время презентации. Они сказали, что мы внедрили чип или там, не знаю, какой-то модуль в их в Железо. A15, да, который или A16 у них, в этом железе, который отвечает за анимации вот этого островка. То есть
настолько они заморочились, что не только программисты внедрили там какой-то сложный код, они создали специальный чип, который отвечает за анимации, плавные анимации вот этого островка. То есть для них это очень важно, и они поняли через исследования, через анализ и так далее, что это полезно для бизнеса, что это приносит там, деньги для компании, грубо говоря. Отдельный чип И не позволит также зависать анимации ни в коем случае. Этот островок, скорее всего, мы так и не увидим ни одного случая, когда он хоть раз заморозился, что очень да, сильно изуродовало бы весь вид этого айфона. то есть у них настолько все это отточено, что то есть дизайнеры, они тоже уже не в таком слабом положении, чтобы доказывать, что нужно внедрить вот этот не только там код, да, сложно, но и чип. То есть у них прям в ДНК прописано изначально, что мы делаем то, что никто больше не делает. И таких компаний очень мало на самом деле. Если Как-то вдруг так. нас слушают молодые программисты, подчеркну, что вот бывают случаи, когда действительно один пиксель, грубо говоря, да, он многое решает. И зачастую, приводя опять-таки, погружаясь в сторителлинг, да, если приводить аналогии, если вы там, грубо говоря, готовили борщ 2 часа, то понравится он всем или нет, зависит от щепотки соли, которую вы туда в конце добавляете, а не от той работы, которую вы 2 часа проводили. То есть, возможно, вы 2 часа работали, и ее достойно не оценят. Чтобы это произошло, вам нужно вот эту вот щепотку перца и щепотку специй добавить. Я даже слышал как-то, что в Apple запатентовали вот этот щелчок, когда ты наушники вставляешь. Не знаю, насколько это правда или нет, но это очень похоже на правду, что мы знаем, что они над такими вещами заморачиваются. Ты действительно, когда ты щелкаешь вот этим вот наушничком, прям вот по костям, когда отдает тебе, это приятное ощущение вот этой вещи, и ты ей пользуешься. И там таких элементов очень много. И, конечно, в итоге мы получаем то, что мы получаем. И все говорят об Apple, и все равняются на Apple. Так, Хорошо. Ислам, у тебя, может, какие-то вопросы У возникли? меня много вопросов, но я все не буду задавать. Мне интересно следующее. То есть то, что меня просили спросить у Тамерлана. Начнем с этого. Начинающие дизайнеры, ты сказал, что им нужно знать про типографику, композицию, а, цвет, UI-паттерны, именно если говорить о хардскиллах, да? Ну, И библиотеку. и библиотеку. Это как бы основополагающее. То есть у тебя может быть, даже не быть софт-скиллов, но изначально хард-скиллы самые важные. Это они. Окей, тогда расскажи о том, как ты сейчас оттачиваешь свое мастерство в этой сфере и насколько ты видишь большую разницу между крупными компаниями, да, международными, и если брать локальные, местечковые, там, допустим, там, если вот в Ингушетии вдруг захочет появиться какая-то студия, какие у нее задачи стоят, какие будут требования к ней у заказчиков. Ну, опять же, наверняка не будет крупных заказчиков, да, такие инди-студии, я не знаю, как их назвать, маленькие студии, но все равно они могут иметь свой доход и иметь свою траекторию роста. То есть ты не можешь сразу начать работать в огромной компании, тебе нужно откуда-то начать. Вот поделись немного своим видением. А, Вначале, если говорить о позиционировании, можно начать скажем так, местной студии или же фрилансером, грубо говоря, в Ингушетии. А, Ты подтягиваешь свою теоретическую базу, все время читаешь книги, смотришь какие-то ролики. Даже на том же Ютубе можно сейчас уже намного больше откопать. То есть раньше этого было мало, сейчас, мне кажется, много всяких полезных бывает роликов. То есть даже вот то, что сейчас мы рассказываем, сначала будет выложено на Ютубе, мне кажется, вот этот ролик будет полезным, и таких роликов очень много. И тот, кто хочет развиваться, мне кажется, он может даже на бесплатной основе что-то изучать, да. Касательно позиционирования, то есть можно вот потихоньку поднимать вот, свой уровень, начать с местных клиентов. А,
кто бы это ни был, будь то местный, не местный, большой, маленький клиент, психология у людей, она плюс-минус, она ну, имеет какие-то схожести. То есть есть вещи, которые влияют как и на владельца оптового магазина в Нассеркорте, так и на продакт-менеджера в каком-нибудь Apple. Есть вещи, которые ты можешь применять и там, и здесь. И поэтому как раз-таки вот эти софт-скиллы, они помогут тебе доводить до клиента ту нужную информацию, которую ты хочешь довести. Есть те клиенты, которые не подготовлены для этого, их приходится подготавливать и обучать. То есть во время презентации дизайна тебе приходится ему давать такой краш-курс или же, как это называется, а, ну, в общем, такую штуку, что чтобы он быстро смог достичь какого-то минимального уровня, да? Забыл слово, как это называлось, блин. В общем, ладно. Ну, это краш-курс, по А, сути. ну, на русском языке, ладно, ничего, проехали. А, Затем будут эти клиенты, да, местные. Дальше встанет вопрос, куда двигаться дальше. Либо на массовость, либо повышать количество, либо повышать качество своей работы. И в определенный момент придется сделать это решение, и я все-таки советую ориентироваться на качество, нежели на количество. Потому что количество, да, ты сможешь, допустим, нанять еще много дизайнеров, сделать какой-то бизнес и так далее, но ты будешь зависим от экономической ситуации в твоей местности, ты будешь зависим от политической, экономической ситуации в этой местности, ты будешь привязан к этому месту. Ты создал бизнес, и ты не сможешь дальше двигаться особо слишком сильно, то есть не будет какой-то, не знаю, гибкости в этом плане, да. Мгм. Плюс в определенный момент ты достигнешь точки, что ты дальше уже не можешь развиваться в плане количества. Тебе все равно нужно двигаться в сторону качества. И выделиться среди миллиона людей посредством того, что у тебя дешевле, намного сложнее, чем выделиться среди миллионов людей посредством того, что у тебя лучше качество. Почему? Потому что когда ты поднимаешься на один уровень выше, то у тебя вместо миллиона уже остается там 500 тысяч. Затем ты еще выше поднимаешься, и так ты доходишь там до сотни дизайнеров или же там до десятки дизайнеров. И твоя задача лишь в том, чтобы вот пройти через этот путь, и чтобы ты был одним из тех там 10 дизайнеров, условно говоря, да. И дальше ты не должен искать клиента. Клиент тебя сам будет искать. У тебя вопрос вообще отпадает насчет работы. А когда ты на другой стороне, опять же, это уже больше такое понимание бизнесмена будет скорее, нежели чем дизайнера. Ты, возможно, создашь какой-то бизнес, ты сможешь как-то там, не знаю, себя обеспечивать, там что-то полезное сделать, но ты не будешь тем самым дизайнером, наверное, который там на новом уровне что-то делает, то есть на прорывном уровне. То есть это будет больше как бизнес-модель какая-то, как-то так. Хорошо. И короткие вопросы. Довольны ли ты своей работой сейчас? Да, То есть ты не собираешься доволен. пока никуда уходить? Пока нет. Это впервые у меня сейчас, что я доволен своей компанией. Все остальные компании, где я работал, я планировал уйти, я смотрел другие вакансии и так далее. А что не нравилось? Сейчас, альхамдулillah, мне нравилось. Подход к работе, А, решение, общение. Ну, допустим, первая компания, Tiger Spike, где я был, мне не нравилось то, что там было нереально скучно. Мы работали над проектом Emirates, то есть, казалось бы, Emirates одна из самых
крупных компаний мира. Там ты смотришь футбол, если кто-то смотрит футбол, там Fly Emirates везде ты видишь там на футболках и так далее, думаешь, ничего себе там. А когда ты приходишь в эту компанию, ты понимаешь, что там настолько много бюрократии, чтобы просто-напросто утвердили твою маленькую форму там на сайте, там месяц проходит через там 10 уровней подтверждения, там менеджмента не подтверждают и приходят тебе, или же говорят там, нужно это изменить, и, короче, опять, то есть и дизайн мне сам не очень нравился, который мне нужно было поддерживать. Я думал, что я приду туда, в эту студию, сейчас буду дизайнить, создавать концепты новые и так далее, потому что у меня больше такой подход или стремление к тому, чтобы создавать что-то новое, изучать что-то новое, нежели следовать каким-то а, гайдлайнам или же какой-то библиотеке готовой. Поэтому, ну и во-вторых, это был большой стресс в начале, когда я приехал, поэтому я сразу же, когда мне предложили в другую компанию прийти, поменьше, более креативно, туда перешел, 1020. Там как раз-таки не было профессионализма, то есть там был, там визуал я сам поднимал и поднял достаточно высоко, по крайней мере, по их отзыву, по отзыву всех тех боссов или владельцев студии, да, но они не соглашались с тем, чтобы перейти на более профессиональный подход, где есть нормальные исследования, где есть нормальный профессиональный подход, который решает не просто визуальные задачи, но и там реальные задачи, чтобы как раз-таки быть на уровне крупных клиентов, нежели какие-то быстрые, легкие проекты, сайты и так далее. И оттуда ушел, и вот в Accenture здесь как раз-таки я нашел этот баланс. Пока что все нравится. Можно я тебе еще один интересный вопрос задам? Это тоже Да-да. короткий, хотелось бы, может быть, даже на нем закончим. Вот мне стало интересно, были ли у тебя такие мысли, а, или мечта, или я не знаю, как это назвать, попробовать себя в другой квалификации, пусть даже не вообще выйти из дизайна, но хотя бы отойти от UX, там же много направлений, и залезть в какую-нибудь отрасль или зону, выйти из этой зоны комфорта, где ты уже устоялся и чувствуешь себя спокойно. Или просто, может быть, тебе была бы какая-то другая профессия интересная, которую бы ты, образно говоря, будь у тебя еще одна жизнь, ты бы хотел, наверное, вот побыть таким профессионалом в этой отрасли. Вообще, я начинал, когда я чуть-чуть в другом направлении начинал, видеодизайн. То есть сайтами я вообще, то есть приложениями, интерфейсом вообще не занимался. А, Видеодизайн мне сильно нравился, но была проблема со стороны, часто бывало то, что заказы были с элементами харама, и приходилось отказываться иногда или как-то обходить стороной какие-то моменты. И а, понял, что в других направлениях легче и больше проектов, и больше как бы, ну, заказов, денег и так далее. Поэтому перешел сначала на графический дизайн, где там логотипы, фирменный стиль, такие вещи. Там посидел, мне это нравилось очень сильно. То есть все эти направления мне сильно нравились. Затем просто-напросто, вот, так как был заказ, который я даже сам не искал, я начал заниматься веб-дизайном, и потихоньку просто туда меня занесло, и больше я уже не стал даже возвращаться ни в графический дизайн, ни в motion, но эти навыки, которые у меня там были, мне сильно помогли дальше двигаться, то есть я до сих пор это применяю. Но переходить на что-то другое совсем, мыслей, желаний у меня не было. И я не хотел бы, не знаю, нет такого желания, чтобы, допустим, быть программистом или же быть врачом или еще кем-то. Мне нравится
заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, и смысла особо не вижу. Есть вещи, которые мне хочется выучить, от которых я большое удовольствие получаю, такие как каллиграфия, такие как, а, допустим, фотография, видеография. Очень сильно нравится вот качественная съемка видео, когда я вижу такие моменты съемок и так далее. Но это больше для, то есть не как для профессиональной работы, но просто хочется этому научиться. А, Надеюсь, я не слишком долго отвечал. Нормально, у меня последний будет вопрос тогда. А, Я хотел узнать. Иногда мне сварщиком хочется быть. Просто Не, ну хочется это поварить бывает, себе в кстати. удовольствие. А, Это бывает во время стрессовых моментов на работе, когда ты уже думаешь, блин, остали бы вы от меня, вот бы я просто там разносчиком еды был и не думал о вас. Но это бывает, знаешь, один раз там в полгода просто, когда срыв какой-то бывает. Тамерлан, мне, знаешь, интересно спросить, можешь ли ты назвать 3 книги на, так скажем, на каждом этапе становления и роста дизайнера? То есть, допустим, если начинающая книга, да, именно про UX UI дизайнеров, давай возьмем дизайнеров Да. интерфейсов. Есть начальная книга, есть там серединная, когда ты уже типа научился что-то делать, и есть книга, которую ты, допустим, сейчас читаешь, уже выйти на другой уровень совершенно, такой high level. Ты читаешь сейчас М. что-то? Ты вообще интересуешься литературой? Или ты уже говоришь, да, все, я все знаю, я буду писать книги. Может, ты пишешь книги? Нет? Статьи Книги пишешь? не пишу, статьи планирую писать сначала. Книгу сейчас читаю, вчера, позавчера, когда я купил, вот на днях узнал о том, что вышла книга одного дизайнера, сразу побежал в этот торговый центр, потому что там она была в наличии, и прям с удовольствием я сейчас читаю. Это книга Джордж Бокха, дизайнер есть, логотип и фирменный стиль, принципы создания логотипа. Хоть я, то есть, и не работаю в этом направлении профессионально, но мне это очень сильно интересно. Я с этого начинал практически, и это тот дизайнер, у которого я тогда учился, там какие-то курсы у него были онлайн. И сейчас вижу, что он выпустил книгу, где там он детально описывает методики создания логотипа. И Мгм. такой книги по логотипу я еще не видел, она очень мощная на самом деле. Но это вот именно не по сфере, просто потому что задал вопрос, Мгм. что сейчас читаю. А, для начинающих есть книга, которую я сам не читал и всем советую читать. Правильно, так и А, надо. Называется «Дизайн для недизайнеров». А, по- Почему я ее скидываю? Это больше, знаешь, как тестовые задания бывают, когда кто-то говорит, я хочу начать дизайн. Я смотрю, насколько он заинтересован в этом, скидываю ему эту книгу. Если он прочитал, говорит, я прочитал, тогда я понимаю, значит, ему интересно, и скидываю ему дальше. Не Мгм. только даже интересно, а также и что он может, у него есть усидчивость какая-то. То есть Мгм. не такая уже и большая книга, ну там страниц 200-300, наверное. Но нужно знать, что у него есть интерес и плюс усидчивость. А плюс в самой этой книге закладываются просто термины, которые ты должен знать. В типографике термины там контраст, повторение, там, выравнивание и так далее. Мгм. В композиции, то есть вот это в типографике, какие типы шрифтов есть, классификация там, как их сочетать и так далее. Мгм. В этой книге никто не научится делать красивый дизайн, к сожалению, но научится делать правильный, относительно правильный дизайн. То есть что-то более-менее, что работает, где какие-то принципы уже есть. Но в самой этой же книге есть какие-то моменты не совсем правильные. То есть примеры, когда показывают, скажем так, не идеальный, скажем, со стороны дизайна, но это не нужно на этом этапе. То есть советую вот эту книгу на начальном этапе. Затем, если двигаться дальше,
есть интерактивная книга, типографика и верстка в вебе называется, Бирмана. На сайте, если забить типографика и верстка в вебе, Горбунова, кажется, сайт, бюро Горбунова. Первый Горбунов, да. А, Да-да, Да, и слышал. у них очень хорошая вот эта книга есть. На Мгм. пару нужно ее прочитать с другой книгой, которая называется «Интерфейс». Тоже интерактивная книга. Недорогая, 1000 рублей в год подписка идет на эту книгу. И ты можешь пользоваться ей в течение года, и она очень иллюстративная, удобно ее читать. То есть там примеры прям показываются, динамически появляются, исчезают. Ну, интересно. Ты нам ссылки А, дашь, мы их потом в описании к видео Да, положим. да, 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 начало. Вот Хорошо. эти две книги очень-очень хорошие для того, чтобы понять интерфейс, для того, чтобы понять типографику, Мгм. и там про композицию тоже кое-что говорится. Насчет каких-то продвинутых вещей, тут уже сложно сказать на самом деле, потому что а, настолько все разбросано, и иногда бывает, что приходится самому лично вытягивать какие-то куски с разных моментов, с курсов, с воркшопов, со статей, с видео. Например, я сейчас лично, наверное, подпитываюсь воркшопами Сергея Гурова. У него, наверное, самый мощное понимание композиции пространства из тех дизайнеров, с которым я взаимодействовал, видел, там, не знаю, смотрел какие-то там материалы у них, да. Он рассказывает иногда нудно, рассказывает, слишком много воды у него бывает, философии какой-то намешано, но нереально мощные моменты ты можешь вытянуть у него. То есть, если ты уже на таком уровне, чтобы делать какие-то очень продуманные композиционные решения, очень советую просто брать у него воркшопы, проходить. А, Как-то так. Понятно. Хорошо. Хотите, я посоветую? Так, Давай прям рядом три скажешь. книги прям вот, чтобы раз и навсегда. Давай. Так, книга номер 1 – это Коран. Прям руководство к жизни. Книга номер 2 – это «Суды праведных». И книга номер 3 – это книга, которую ты сам напишешь, когда станешь профессионалом, что за ней в супермаркет будут бегать и другие профессионалы, когда она будет выходить. Вот так. Ну, надеемся, надеемся. Хорошо, я думаю, отлично поговорили. Всем вам спасибо, Даурия Солчан. Спасибо, что уделил время нам, Тамерлан. Мы знаем, что у тебя очень напряженный график. Поэтому давайте Давай, прощаться. Расул. Надеюсь, это будет полезно для дизайнеров. В первую очередь, это посвящается нашим братьям, которые начинают только. И я думаю, что если бы я только начинал, там, лет 10 назад, для меня это было бы полезно, поэтому я думаю, для вас тоже это, иншаллах, будет полезно. Прошу Аллаха сделать это пользой для всех. И Аллах ряскал. Да, Это аминь, очень аминь. хороший подкаст получился. Действительно, как Тамерлан говорит, когда я начинал, например, да, было много книг и материалов, но я не понимал, в каком порядке, с чего начинать. И в одном ли направлении все это, или это разбросано во все стороны. А именно в этом подкасте Тамерлан очень аккуратно разложил, как можно по ступенькам, одно за другим, и пройти практически основной путь. А там уже человек сам будет знать, что ему еще дальше изучать. Да, я хочу только напомнить, что с 1 октября по 1 декабря у нас начинается IT-фестиваль в Ингушетии. Его проводит IT-центр Солва. Бекхан Зармат, может, ты знаешь Бекхан? Ты же знаешь Бекхан. В общем, мы с ним проводим IT-фестивали в колледже сервиса и быта, это в городе Назрань находится. В субботу у нас уже первое выступление будут Адам и твой брат старший Берт Азеев будут выступать. Мы надеемся это все записать, тоже выложить. И потом будет еще онлайн-подкаст про дизайн. Затем у нас в октябре пройдут подкасты по мобильной разработке, по программированию общему, по софт-скиллам и по общей важности развития IT в регионе.
Это все будет с 1 октября по 1 декабря, там раз-два в неделю. Так что следите за анонсами, следите за нашим телеграм-каналом, YouTube-каналом, ВК-группа тоже есть. Подписывайтесь, зовите друзей, подписывайтесь на Тамерлана, ссылка на него тоже будет в описании. Я Урес Хамбарков. Это плохо. Allah razhol.